Открывая совещание, Владимир Сластенин озвучил основные вопросы, которые необходимо решать в приоритетном порядке. Самый острый – обеспечение населения водой. Одной из основных трудностей остается ветхость сетей водоснабжения. Число аварий снизилось, но сложные ситуации продолжают возникать. У нас будут сложности, как они, в принципе, у нас есть в самых отдаленных сельских поселениях, в селах энергии, часть совершить. Вот минувшей ночью у нас впервые мы обычно за сутки чуть больше 300 кубов подкачивать у нас имелась возможность и накапливать для подвоза воды. В целом по водоснабжению, как я сейчас сказал, вот эти 3 села у нас самые сложные. В целом в остальных городах и селах у нас водоснабжение имеется, за исключением нескольких улиц, где идут жалобы отсутствия давления. Ситуацию с водоснабжением в регионе обсудили точечно. В каких населенных пунктах чаще всего возникают проблемы с водой и какие меры принимаются. Острая проблема у нас стоит также в части за каналом. Сегодня это мы почувствуем и в центре Камази, ввиду того, что у нас вышел из строя один из центробежных насосов на насосной станции Назрань. Тоже данную работу мы завершим до вечера. В целом ситуация в водоснабжении, как я сказал, у нас нет, кроме в селах энергии, чтобы в целом не было в том или ином городе или сельском поселении отсутствия воды. Есть частичное. В то же время ЦУР Ингушетии отмечает, на проблемы с водоснабжением в республике на прошлой неделе поступило куда меньше жалоб. Общая статистика, всего обращений было 190 за отчетный период, что снижение наблюдается на 68%. Больше всего обращений было по городу Малгобек, это 31% от общей доли. Далее Назрань 26%, Сунжа 13%, ну и меньше всего было в Карабулаке, Магасе, Малгобекском районе, Назранском районе. Следующий вопрос на повестке – реализация национальных проектов и федеральных программ. Ингушетия находится в зеленой зоне по исполнению 4 нацпроектов. Показатели по ним выше среднероссийских. На 28 июля объем средств не изменился, подписанных новых соглашений у нас нет, и средства на 2025 год составляют 4 миллиарда 207 миллионов. Контрактация проведена на 4 миллиарда 31 миллиона, что составляет 96%. Кассовое исполнение на сегодняшнюю дату 2 миллиарда 18 миллионов. Это 48% от общего объема средств на 2025 год. Продолжая тему реализации госпрограмм, обсудили и промежуточные итоги капремонта школ. К новому учебному году обновятся 6 учебных заведений – в Назрани, Яндере, Троицком, Далаково и в Аршты. Большинство объектов уже на финишной прямой. На эти цели выделено 442 миллиона рублей. Кассовое исполнение составляет почти половину от всей суммы. В этом месте мы оплатим еще 15 миллионов, остаток 210 миллионов нами заброшены кофры на август месяц. До 25 августа все работы будут завершены и освоены. Острый вопрос – пожарная опасность. На территории Ингушетии сейчас введен особый противопожарный режим. Все силы приведены в готовность. Запрещено разводить костры, сжигать сухостой и мусор. Лето в самом разгаре, 7 пожаров, поэтому никто не отменял постановление о запрете въезда в леса. На местах, пожалуйста, главы сельским поселениям давайте смотреть. Пока все обходится малыми, успеваем все ликвидировать. Серьезной проблемой для региона остается и вопрос безопасности жителей на водных объектах. В республике с начала лета зафиксировано 7 случаев с утонувшими. Правительство региона держит этот вопрос на контроле и призывает жителей не купаться в водоемах и следить за детьми. У нас вообще в республике купаться категорически запрещено на всех водных объектах. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, но тем не менее жарко, люди выходят, купаются. Единственное место, где у нас вода, скажем так, чистая, это река Асы. Но в силу своей сильного течения Асы, там тоже очень опасно купаться, и люди все знают. Ежегодно Асы забирает у нас несколько человек, ежегодно. Участники совещания обсудили и другие вопросы – оказание гумпомощи населению Курской области и ход отбора граждан на военную службу по контракту. По каждому пункту повестки председатель правительства дал поручения профильным министерствам и главам муниципалитетов. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.